Ухта готовится к весенним субботникам. Большой общегородской в «Жемчужине Севера» проведут, как и в столице Коми, 24 апреля. Впрочем, горожан призывают не привязываться к конкретной дате и выходить на уборку в любое удобное время. О том, кто уже готов приводить город в порядок и без напоминаний, узнала Виктория Науменко. Официально считается, что субботники возникли весной 1919 года, в период гражданской войны, в ответ на призыв Ленина улучшить работу железных дорог. Инициатором первого субботника выступила партийная ячейка депо Московско-Казанской железной дороги. В ночь на субботу 12 апреля 1919 года 15 коммунистов депо проработали безвозмездно 10 часов и отремонтировали 3 паровоза. 1 мая 1920 года был проведен всероссийский субботник «Маевка», в котором только в Москве приняли участие 425 тысяч человек. В Кремле на субботник вышел сам Ленин. С тех пор это стало традицией. Проводили их и в Ухте. И старшее население города хорошо помнит, как раньше все дружно выходили на уборку. Для горожан это был настоящий праздник. Музыка. В городе играла музыка, как вот у нас на майские праздники, да? В теплую погоду все выходили, праздничное нормальное настроение, объемы работы все были. И вы представляете, город такой, как муравейник, весь шевелился. Так бодро и с огоньком силами ухтинцев были сделаны огромные объемы работ на благо города. Причем тогда не только убирали территории, помогали и на стройках, вспоминает председатель Совета ветеранов Ухты, в прошлом председатель местной комсомольской организации. Тематические разные были. Вот мы сейчас стоим, да, около Дворца культуры, Комсомольская площадь. Она вся начинала делаться путем комсомольских молодежных субботников. Молодежь, управление технологического транспорта, Коми-нефть, на сэкономленный бензин, который они сэкономили, возили сюда песком, отсыпали песком в нерабочее время. Теперь субботники в Ухте, увы, не такие массовые и праздничные, но традиция жива. Так для ТСЖ дома номер 8 по улице Нефтяников они давно стали привычкой. Причем не только весенней. На уборку здесь выходят практически все. Это несмотря на то, что у местного ТСЖ есть договор с дворником, который исправно выполняет свою работу. Мы проводим субботники и воскресники, естественно, вот весной, потом в обязательном порядке зимний период, когда скапливается много снега, очищаем свою территорию. Ну и, конечно, по мере необходимости. Если 10 лет тому назад в большинстве своем выходили люди старшего поколения, то теперь больше молодежи. И это очень приятно. Семья Любимовых из микрорайона УРМЗ живет в доме, где тип управления не ТСЖ, но субботник для семьи и еще нескольких жителей дома тоже стал доброй традицией. Каждую весну Виктория вместе с детьми выходит на уборку придомового участка и даже за его пределы. Мальчик вот сейчас выйдет, еще сосед. Вот сын мой, соседа из второй квартиры, они вот помогают. Дедушка вот у нас ушел, он зимой снег чистит. Ну, как бы мы за своей территорией как бы приглядываем. В основном мы тут главенствуем. Ежегодные субботники планируют и организации Ухты. К примеру, на уборку города планируют выйти студенты Ухтинского университета и подразделения администрации. В УГТО традиционно проходят субботники перед майскими праздниками каждый год. Мы убираем свои закрепленные территории из числа студентов и сотрудников университета. С частными организациями сложнее. Так представитель фирмы стройматериалов Александр Самойлов рассказывает, среди своих знакомых предпринимателей, к сожалению, не знает таких, кто без напоминаний готов прибирать территории своих объектов. Стараемся в течение всего года проводить. Так как администрация рекомендует нам после зимы проводить субботники, мы, соответственно, прислушиваемся к их рекомендациям. У нас эта традиция с женой уже получается на протяжении 14 лет. Мы постоянно убираемся, соседи, кроме как похвалы, ничего нам не говорят. То есть не присоединяются они к нам. У нас получается первый этаж, и там придомовая территория, мы ее всегда убираем. Выйти на уборку территории уместно в любое время, считает Ухтинская мэрия. Руководитель администрации призывает к этому горожан лично. Хочу обратиться к вам, что если даже сегодня или завтрашнего дня вы выйдете и начнете убирать территории, закрепленные за вами, то это будет плюс. Поэтому прошу, обращаюсь ко всем жителям, выйти, помочь. Это не говорит о том, что, допустим, это ваша обязанность или что такое, но когда в городе чисто, вам, наверное, и нам всем приятно, когда жить в чистом городе. Поэтому большая просьба все-таки откликнуться на это.
До большого общегородского субботника в Ухте неделя. Однако погода в этом году позволяет начинать сезонную уборку уже сейчас. А потому на первый масштабный субботник городские власти зовут ухтинцев уже в эти выходные. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.